Bizimle birlikte Zotoviç ailesinin başında duran Piotr, eşi Svetlana, hem de iki kızı bu sabah bizim stüdyomuzda, Zlata hem Evelina. Доброе утро. Sabah hayır olsun. Hayır olsun. Доброе утро. Доброе утро. Доброго ранку. Доброго ранку. Терехомікус. А так я не смогу поздороваться. Доброе утро звучало на русском, на гагаузском, на эстонском и украинском языках. Вот такое изобилие языков, изобилие пожелания доброго утра в нашей утренней программе. Добро пожаловать в нашу студию, семья Зотович. Здравствуйте. Ну что, концерт мы тоже видели, так как съемочная группа также побывала на мероприятии. Давайте начнем знакомство с выступления. Я думаю, что так правильнее будет. Дадим возможность и вам посмотреть на ваше выступление со стороны. Ну и потом, конечно же, побольше и глубже познакомимся с вами. Вот она, вся семья Зотович в своей красоте и в своем исполнении.
Наверное, первый вопрос будет такой, и, наверное, начнем с главы семейства. Петр, в каком поколении вы представляете династию музыкантов Зотовичей? Ну, насколько мне известно, то я уже в 4-м, это как минимум. То есть, соответственно, дети уже 5-е поколение представляют. У нас связь с музыкой, причем и по папиной, и по маминой линии, она такая мощная. Двое братьев моих, они тоже музыканты. Отец всю жизнь проиграл по свадьбам, по различным там мероприятиям в Камрадском и не только районе, и его достаточно хорошо знают. Вот. А дедушка тоже играл, скрипки делал. В общем, как-то так. И прадед тоже. Угу. Вы играете на баяне? Да. Я играю на баяне, на бас-гитаре, на барабанах, на синтезаторе, периодически на нервах. Да. А детей-то своих, 5, чему научили? Ну, они, значит, играют... Ольга у нас играет на флейте, старшая ее сегодня нет. Она на флейте и поет. Ну и кроме того, она профессиональный хореограф, закончила Одесский университет Ушинского, факультет хореографии. Алексей играет на гитаре, он тоже закончил Ушинского и тоже профессиональный хореограф. Злата играет на саксофоне, а Эвелина играет на гитаре, на синтезаторе. На чем ты еще играешь? Скрипка. На скрипке, да. Вот. Вообще, в принципе, она вот любит экспериментировать на различные новые инструменты. Там берется и не так давно даже, я так слышал, пока я так вроде отсыпался с дороги, слышу звуки баяна знакомые такие. Она взяла и начала на баяне играть. Ну, молодец. Скоро хлеб отменит. Ревностно относитесь? Нет? Нет, нет. Вот, а Герман у нас, он играющий футболист, играющий барабанщик. В общем, играющий в футбол барабанщик. Вот. Такие вот у нас как бы направления. Да. Также члены коллектива танцуют красиво, изящно, профессионально, песни исполняют. Да, на разных языках и тоже, опять-таки, в разных направлениях. Это и народные, и эстрадные, то есть такой современный. Да. Организацией концерта занималась Светлана, супруга непосредственно. Светлана, как влились в такую музыкальную семью, и вот династию все-таки удается продолжать? Все-таки глава главой, но шею-то поворачивает супруга? Да, согласна, но такая небольшая поправочка. Не совсем я занималась организацией, то есть идея была непосредственно Петра, вот, я просто его поддерживала в этом вопросе, а организацией я занималась только в тех моментах, в которых была необходима моя помощь, там, связанные с образом, костюмом. Сценарий. Да, сценарий, какие-то там сборы на совместные репетиции, то есть необходимо было помогать и контролировать, чтобы... А это и есть организация. возможно, да. Скромничает, да? Да, да. Да. Каково быть мамой 5 детей? Музыкальных детей и супруга, конечно. Интересно. Насколько интересно? В чем интерес? Во всем. Вот интересно, увлекательно. То есть, особой сложности я никогда не встречалась со сложностью, с какими-то там препятствиями. Пока они были в юном возрасте, там, конечно, да, в связи с тем, что дети малы, там необходимо было проявлять больше материнскую заботу и поднимать. А дальше, когда они уже какие-то навыки приобрели, повзрослели, даже они мне больше помогали, и они как бы друг за другом уже тянули друг друга, где-то учили, где-то помогали. То есть я особой сложности, повторюсь, не встретила, не увидела. Мне даже было с ними легко, интересно. Мы как-то
друг друга дополняем. Они меня, я их. Вот. Ну, вы знаете, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, Да. то это не работа, это удовольствие. Да. А удовольствие, каким бы оно тяжелым, вроде как бы на первый взгляд, было, оно не воспринимается как что-то такое сложное. Там. Поэтому мы... Самое сложное для нас, например, было, вот когда жили в Украине, самое сложное было это отправлять детей на занятия в Ильичевск. Мы жили в селе, в Боробой, до Ильичевска им приходилось добираться на автобусах 40-50 минут, примерно так, до часа. И, во-первых, волнуешься за детей. Вот. Все-таки как дорога. Первое время мы их возили, но не всегда это получалось, поэтому дальше они ездили сами. И бывало такое, когда они обратно едут утомленные после занятий бальными танцами и неоднократно засыпали в автобус. И было такое, когда водитель приезжает, уже как бы последний рейс, приезжает к себе домой, вот, смотрит, а там ребенок спит. Пассажиры еще везет. Да. Ну, Светлана, вы скромничаете, вы тоже человек искусства, у вас театральное образование. Ну, не совсем театральное образование. У меня курсы, театральные курсы, да. У меня, конечно, я всегда вынашивала мечту. Ну, на сегодняшний день она пока не избыточная. Вот. То есть, ну, не то, что не избыточная, я все-таки надеюсь, что она у меня еще, да, я воплощу вот это вот свое желание, ну, как-то буду развиваться еще в этом вопросе. А так, курсы театральные, да, в Одессе я окончила. Меня всегда это тянуло, интересовало. Ну, вот, проявляю себя вот в семейном коллективе, сценарии, там какие-то идеи, какие-то видения, вот всего вот этого. То есть вот тут я воплощаю В концерте была за ведущего. Да, за кулисным ведущим. Интересная ваша семейная история. Вы из России, Да. вы Петр из Кирсова, познакомились в Кагуле, и теперь вы из Кирсова, где жили, переехали в Украину, а сейчас живете в Эстонии. Да. И тем не менее на свою малую родину часто возвращаетесь. Каково возвращаться в свое родное село, Петр? Вы знаете, я в родное село всегда тянет возвращаться. Откровенно говоря, я одно только огорчает, не так много времени можно себе выделить для этого, потому что тоже работа, занятость, там, допустим, даже в той же Эстонии. Это кроме, скажем так, финансовых вопросов, то тоже немаловажно. Кстати говоря, особо не наездишься 2500 километров. Вот, но тянет. И я рад вот сейчас, вот, что вот достаточно много лет мне не удавалось собрать всех детей, чтобы вот так, чтобы у них сложилось, чтобы и они тоже приехали. И вот безумно рад именно тому, что это получилось сделать. Знаковый год, да, 25-й, да, получается? Да, в общем, это так. Только для вашей семьи, но и для жителей Кирсова. Ну, надеюсь. Вы в этом году впервые дали сольный концерт, семейный сольный концерт. Кирсово. А ранее? Ранее мы выступали, если речь о Кирсово, то выступали просто так, 1, 2, там, до 5 номеров только давали, когда приезжали. А сольные концерты мы до этого давали в Таллине, в Пиарну, ну, то есть в городах Эстонии. Ну и, конечно же, в Украине тоже, когда жили, тоже были сольники. Мы там только как бы начинали. Вот. Именно такой вот концерт, в котором участвуют только представители одной семьи. И все. Вот это вот так вот. Это была какая-то идея ранняя, которая осуществляется? Мечта, чтобы всей семьей выйти на сцену? Ну, в общем-то, да. Почему? Потому что, смотрите, я всегда был сторонником того, чтобы
ну, семья была вместе. Дети, чтобы, во всяком случае, дети точно, чтобы они держались друг друга, чтобы они были вместе. И надо же, чтобы их объединяло не только фамилия, не только общее происхождение, но и какой-то такой общий интерес. Да, они играют, поют все вместе, но если это делается на разных сценах, в разных городах и разных странах, это как-то так. Это хорошо, но не настолько, как вот, допустим, когда вот мы вместе что-то делаем. Вот. И кроме того, я им постоянно говорю, что специалистов, музыкантов, хореографов, их в принципе как бы много, то есть не взятых конкретно по отдельности. Но именно семейных коллективов, которые и поют, и играют, и танцуют, и это все в разных жанрах, на разных языках и так далее, их не так много на самом деле. И я пытался как-то так выискивать себе подобных, ну, то есть семейные ансамбли. Действительно, этого, ну, их мало, просто мало. Редкость? Это редкость. Редкость, и мы только нам довелось единственный раз практически с этим столкнуться. Это в 2014 году мы ездили в Белоруссию, в Витебск, на фестиваль семейных коллективов. Там было 130 коллективов из Белоруссии, из России. И мы единственные были тогда из Украины, получили гран-при. Вот именно было приятно общаться. Вот девчонки там познакомились со своими, так сказать, подружек себе завели там из семейных ансамблей, даже с некоторыми до сих пор общаются. Вот. Было действительно интересно, хорошее такое мероприятие. Вот. Но, к сожалению, как-то так уже, сколько я не выискиваю, нету в ближайшей округе, в общем-то, ничего такого не проводится. В России кое-где там где-то это практикуется, но так. Поэтому ты вынашиваешь идею самому организовать. Да. Да. Да, я, честно говоря, был бы чрезвычайно рад, если бы в Гагаузии организовали именно вот такого плана мероприятия. Потому что, ну, смотрите, фестивалей талантов, их очень много. То есть имеется в виду там вокальных, там, хореографических и так далее. Но именно фестивалей семейных ансамблей, я думаю, что вы не можете там припомнить, чтобы такое проводилось. А это было бы замечательно, да, потому что многодетных семей, в общем-то, много. Хотя бы даже просто для них провести, потому что это, ну, то есть вот собрать многодетных семей и вот, чтобы представители вот фестиваля, вот, опять же, из многодетных семей, допустим, там артисты, чтобы они выступили для них. Это смотивировало, потому что смотивировало бы эти семьи, чтобы дети занимались чем-то. Вот, чтобы, как сказать, не получалось так, что детей создают только для того, чтобы где-то выбивать какие-то пособия, льготы и так далее и тому подобное. Вот. Все-таки надо детям развиваться. Для этого их надо мотивировать. И они должны общаться с себе подобными. Кто же мотивирует Злату и Эвелину на культурную жизнь, на творческую дорогу? Кому мне первое ответить? Давай Ну, по старшинству. Да. Меня в детстве, конечно, мотивировали родители, все родственники, ну и в Кирсово, конечно же, когда мы приезжали, и когда ты смотришь на своих дедушек, братьев, которые на чем-то играют, вот, или танцуют, и, ну, и поют, и ты понимаешь, что вот я вырасту, и я хочу также выступать со своей семьей. Поэтому в детстве эта мотивация была исключительно из семьи. Вот. Сейчас уже много других факторов, то есть, ну, уже как бы и знакомые идут, уже и как бы работа тоже, ты понимаешь, что этим можно заработать. Вот. То есть уже искусство, оно совмещается и как бы с карьерой, с работой. Поэтому
мотивация и отовсюду идет, и от детей. Когда ты с детьми там работаешь, ты понимаешь, что вот как прекрасно дарить детям, учить их этому искусству. Вот, так что мотивация, она везде, она в воздухе. Злата, а какие песни ассоциируются с детством и с семейными вечерами, может быть? Ой, ну, зависит, конечно, от страны. В плане в Украине там больше было русскоязычных, украинских песен, которые приходят в голову. Здесь, когда ты приезжаешь в Молдову, то сразу там хоро, там танцуешь болгарские какие-то мотивы, песни гагаузские, вот, и... Поэтому, я так даже не назову определенную какую-то музыку. Вот. Главное это вот игра баяна, это когда на барабане играет, вот это вот из детства, да. Песня. Вы и исполняете, играете на музыкальных инструментах. На чем играете? Я играю на саксофоне, и пою. Все. Какие репертуары исполняете? В основном это, эстрада, конечно, и акцент вот у меня на многоязычность. То есть я пою на французском, испанском, итальянском, вот, и... английском, да, русский, украинский. Всего я подсчитывала, всего я могу овладеть в плане исполнения песен где-то 12 языков. Вот. То есть как-то у меня так пошло с детства, что я хорошо улавливаю на слух. Вот. И люди даже думают, что я владею этим языком. Многие спрашивают, а ты знаешь французский, ты знаешь испанский? Я говорю, нет. Вот. Даже не знаю, о чем пою. Это, конечно, шутка. Вот. Так что пою, да, эстраду в основном. Вот. А если с папой, с хорами, которыми он занимается, то там уже народные песни. Вам ближе что по душе? Мне такие песни, чтобы душа развернулась, а потом обратно свернулась. Вот зависит от настроения и, наверное, что-то, вот романсы, лирика, вот, немного народного и вот такое, чтобы душевно посидеть и попеть. Сейчас ваша душа какую песню бы исполнила? Сейчас, Если симпровизировать, маленький отрывочек буквально. Так. Первым придет. Ой, рябина кудрявая, белые цветы. Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты. Спасибо. Что для вас значит песня? Песня – это то, что исходит из души в первую очередь. И потому что петь без души, без сердца – это уже лучше не петь совсем, я считаю. И для меня песня – это, наверное, неотъемлемая часть, пение, песня – неотъемлемая часть жизни, вот, потому что вот музыка, песня, они настолько мотивируют, вот вы спрашивали про мотивацию, настолько мотивирует само звучание и вот дарят желание жить, вот даже так. Вот, поэтому песня, она внутри, я пою всегда, везде, готовлю, убираю, всегда пою. И в душе, и везде. Поэтому вот... Счастливый человек. Да. Вы также искусно танцуете? Не так искусно, как мои старшие братья и сестры, вот, сестра и брат. Но, конечно, я занималась бальными танцами 10 лет, и это, дало о себе знать. То есть еще что-то помню, вот, но все же я больше ушла в музыку, поэтому танцы, они так для души, вот, между собой, в семье потанцевать. И, конечно, когда папа просит номера поставить, то там уже приходится немножечко вот подвинуть брата с сестрой и с ними потанцевать. Вот. А сегодня в Эстонии чем занимаетесь?
В Эстонии работаю в молодежном центре. Это такое предприятие, центры по всей стране сделаны, где дети могут спокойно посещать заведения в будние дни, с понедельника по пятницу, и заниматься всем, что душа захочет. Развивающие какие-то Вот. моменты там. То есть настольные игры, теннис, бильярд, футбол, и рукоделие. И это все бесплатно абсолютно, мы там и готовим кушать, и детки могут приходить, и вот как раз моя задача их увлечь, развлечь, научить чему-то новому. Вам ваши занятия нравятся? Конечно, очень, потому что работа с детьми, в первую очередь, я всегда любила детей, и с братьями, сестрами мы Быть в такой семье и не любить. Да, поэтому очень интересно наблюдать за детьми, когда 7-летние приходят дети, и их взгляд на жизнь, как они подходят к решению какой-то проблемы. И то есть моя задача, я не как в школе, я их не заставляю там что-то делать, а я с ними общаюсь, мы делимся там какими-то секретами, общаемся, дружим. И поэтому, то есть ты наблюдаешь со стороны именно такой, не как в школе, то есть ты должен выучить и так далее. Поэтому это, конечно, мне очень нравится моя работа сейчас. Вы своего рода и преподаватель, и воспитатель. Можно, да, это так сказать. А ну-ка, к Эвелине подошли. Эвелина, ваша роль в данном концерте какая была? Как вокалист, как танцор в 2, по-моему, танцах и как гитаристка. Больше То есть разносторонне вы тоже развиваетесь. А на каких инструментах нравится играть? Нравится играть на всех, что я умею. В общем, все инструменты, которые я беру в руки, чем-то мне дороги и в душе находятся. Это скрипка, гитара, фортепиано. Да, и скоро уже баян будет. Возможно. Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь бальными танцами в данный момент. Уже 2 года хожу. И вокалом. Музыкальную школу окончила в 2024 году, но в этом году пойду на виолончель, потому что хочу всесторонне развиваться. Я не знала. Мы знали. Новый инструмент Причем хотим освоить. Я и говорю, Эвелина, выбирай такие инструменты, которые не будут доставлять проблем при переезде через границу, потому что попробую, скрипку мы не взяли, например, с собой, потому что это целую кучу документов надо сделать, что это обычная скрипка, это не Страдивари, недорогая. То же самое. Ничего, виолончель, что тяжело? Виолончели тоже, кстати говоря, они Она тоже... сестра скрипки. Да, они тоже делали такие инструменты, поэтому я говорю, проехать с инструментом, который стоит 4000 евро, гораздо легче, чем с какой-то дешевой китайской скрипкой, например. У нее подороже, конечно, но даже любую скрипку китайскую возьми за $70, которая там стоит, ее просто так не провезешь. Это кипу документов надо сделать, что она просто скрипка, не ценность какая-то. Вы на каких языках исполняете? На разных, в основном французский, английский, могу на эстонском спеть и русский язык. На эстонском сейчас куплет какой-то сможете исполнить? Kauges külas vanaema juures elasin kord kogu suve. Vanaema ja mu armas vanaisa, aga noorel neiul neist ei piisa. Спасибо. А содержание? Этой песни? Да. О чем? Это о том, что девушка приехала в деревню к своим бабушке и дедушке, и она рассказывает, как ей в деревне хорошо, и что она видит, что ей чем занимается деревня.
Песни как раз в тему. Вы сейчас на самом деле приехали в деревню. Я не знаю, правда, про бабушку, про дедушку, ничего, но каково вам здесь, в Молдове, в Гагаузии? Очень по-родному. Если вот мои сестры, братья старшие, они вот застали время, когда находились вместе с бабушками, с дедушками и как-то вот со своими троюродными братьями, они вот ровесники, то я была тогда очень маленькая, я этого времени уже совсем не помню. И когда сейчас приезжаю, то вижу уже всех взрослых. Как-то мне вот немножко одиноко, то, что у меня нет моих ровесников, то, что я не вижу вот этого детского времени, когда можно было бегать за кошками, там что-то собирать, ягоды какие-то с деревьев, бегать по крышам. Вот сейчас, но все равно очень по-родному, когда вижу всех своих родственников рядом, когда вечером собираемся, это очень душевное время, и я люблю эти моменты. Есть какие-то семейные песни? Вот как говорите, собираетесь вечерами и исполняете какие-то песни? Есть традиция? Этих песен очень много. Ну, например, если перечислить. Папа помогает. Да, можно помогать всем. Семейные песни. Что У нас- исполняете? У нас есть такие вот талмуды, ну, такие папочки, и в которых очень много различных песен, и мы просто открываем Открываете? действительно и начинаем. Причем песни такие старые, которые еще пели действительно бабушки, ну, то есть взрослое поколение. И несмотря на то, что Евелина еще, ну, юный возраст, эти песни у нее на слуху, она знает их, ну, то есть ее сверстники, им эти песни даже не знакомы. Они удивляются, а что это за песня, откуда ты такой знаешь. Ну, то есть она на них выросла, поэтому помимо современных, она очень даже владеет всеми этими старыми песнями, да. Мы открываем и поем. Ну и песни личного написания тоже, да. Вот вчера как раз вот, ну, сидели с семьей, и папа как раз, кто мне поможет подпеть, и вот, ну, что папа пишет песни, вот, и у него есть прям, ну, записи, клипы, и вот одна из песен про веломобиль, то есть, ну, как бы мы всей семьей ее знаем, поэтому там нам ее, ну, мотивчик все знают и напевают. Ну, напойте. Ну, для начала надо рассказать, что такое веломобиль. Это велосипед, но ты сидишь как в автомобиле. То есть вот так полулежа сидишь и крутишь педали. Педали. Да, как я обычно говорю, есть такая хохма, говорит: Моня, что ты любишь делать? Кушать. А еще что? Лежать. А что больше? Лежа кушать. Так вот, я люблю велосипеды, я люблю педали крутить, ехать на велосипеде, причем без мотора. Вот. Но все-таки лучше это делать на таком виде транспорта. Почему? Потому что не устает, скажем так, вот руки не устают, поясница, пятая точка тоже не напрягается. Только ноги. И особенно для поездок на дальние расстояния, то есть это идеальный транспорт. К сожалению, он не развит. Почему? Потому что достаточно дорогая техника в изготовлении, поэтому такое. Ну, я думаю, что То все есть впереди. Да. вы когда крутите педали и Сочиняете на песни? велосипеде, Да, сочиняете да, песню да, и бывает. напеваете эту песню? Да, бывает такое. Ну, да. давайте напойте. Представьте, что вы крутите. Припев? Я купил себе машину, и начались проблемы у меня. Постоянно жалуюсь на спину, живот растет, как будто на дрожжах. Но вот однажды встретил чудо-диво, педальную машину Лигера. Без мотора едет так красиво, крути педали, получай заряд. Еду, еду, еду на веломобиле, еду, еду, еду в дальние края, чтобы со здоровьем все в порядке было. Кручу, кручу педали и наслаждаюсь я. Еду, еду, еду на веломобиле, еду, еду, еду в дальние края, чтобы со здоровьем все в порядке было. Кручу, кручу педали и наслаждаюсь я. Спасибо. Да, и там есть еще второй и третий куплет, но желающие могут просто в Ютубе забить песня о веломобилях, и можно будет сразу там и все это послушать и увидеть.
Так, ну что, что касается концерта. Конечно, мы пообщались с публикой, которая вас приветствовала. Ну, наверное, в первую очередь у вас спрошу, какая же была публика у вас в Кирсово после концерта? Силы иссякли или подпитались все-таки Нет, энергетикой из зала? Нет, просто шикарно. Просто вы понимаете, у меня критерий такой, вот, что касается моей работы, например. То есть, если я отыграл свадьбу, и меня потом пригласили поиграть на крестинах, это означает, что я свадьбу хорошо сыграл. Да. Поэтому то есть, я ко всему подхожу именно с такой вот позиции. И после кирсовского концерта у нас у всех, в общем-то, я за всех как бы говорю, но потому что надеюсь, ты, слышал наши отзывы. да, у нас у всех есть желание еще раз и еще не раз приезжать и давать концерты. Вот. И в Кирсово, я надеюсь, даже и когда-нибудь мы и в Камрате тоже, в общем-то, как-то так выступим. Потому что, я говорю, папа очень много лет работал тут, играл, и очень много людей его знают, и знают с хорошей стороны. Вот. И я думаю, что, в принципе, недостатка в зрителях не будет. Вот. Надеюсь, еще и в Камрате выступим. Ну, давайте послушаем вашу публику, какие впечатления у них остались о концерте. Очень редкий, но знаменательный случай, праздник души, праздник, который полон эмоций и теплота исполнителей. Семья Зотович передала нам очень большой заряд, веру в то, что все у нас хорошо, что наше село имеет свои традиции, и в нашем селе живут очень хорошие люди, хорошие, трудолюбивые, талантливые. Отдохнули от души. Это большой труд их. Спасибо, что они приехали и не забывают свое село. Красиво все. Его дочки красиво танцевали, да. Концерт очень хороший был. Молодцы. Семья Зотовича показала, на что они способны. Приехали издалека, с Эстонии, 2700 километров. Родное село. Не забывают они. Я специально приехала на концерт. Я знала, что артисты приедут, и не могла пропустить такой прекрасный концерт. И хочу сказать, что, конечно, таланты это очень высокие. Увлечь детей своих, чтобы они тоже представляли на сцене такую красоту, это большого стоит труда. Я знаю Зотовича с пеленок, дядю Мишу знаю, тетю Волю, родителей. Это семья музыкантов, как и мы. Я очень-очень рада. Пусть почаще приезжают, и пусть наша рука не отсохнет до дающего, чтобы они еще приезжали и приезжали. Это мое желание. Замечательные ребята. Так держать. Ну вот, приятно, наверное, всегда. Артисту что ведь надо? Увидеть в зале, где выступает, сияющие, желающие глаза публики, да? И вот такие вот, наверное, теплые слова, теплые пожелания и радость в глазах каждого, кто был на концерте. Ну, поздравляем вас с сольным концертом. Вам удалось. Как же все-таки подбирали репертуар для концерта? Это было тяжело, откровенно говоря, потому что у нас в принципе очень много номеров, много различных там песен. Отсеивать пришлось достаточно много. Выбирал в большей степени я и руководствовался принципом, что больше всего зайдет нашей кирсовской публике. Да, то есть. Удалось? Да. Но насколько я понял, да. Вот. Опять же, как бы мы так прошлись по различным жанрам, не только, вот, скажем так, там была публика, в основном, конечно, люди постарше, но была и молодежь, и, соответственно, для них тоже были современные там композиции, и хореографические, и песни. Вот. И, как-то так. Хотелось
показать, скажем так, разнообразие. Концерт длился 2 часа, даже чуть больше, 2:05, насколько как мне говорили. Но прошел как на одном дыхании, и хотя планировали вообще-то 1,5 часа, там, чтобы он там был, но что-то как-то мы увлеклись, да, в самом деле. Вы сказали, очень много номеров пришлось отсеять, так как много Да. имеете. Да? А вот споры между вами бывают? Все равно вы ведь сообща с детьми организовываете, Еще да? какие. Мгм. К мнению как приходите? Кто-то обижается, может, кого-то недостаточно приглашаете на сцену. Как регулировать? Такое бывает. Да, и на эту тему тоже бывают даже какие-то обиды. А чё это вот? Они вот там у них 5 номеров, а я только в 2. Да. Вот. То есть как-то вот бывают такие у нас. Как разглаживаете да, такие углы? Ну, иногда приходится просто чисто административным там методом. Ну, то есть, как бы партия сказала надо, комсомол ответил есть. То есть, я, конечно, прислушиваюсь к их мнению, но чаще всего все равно происходит по принципу. Да, да, есть два мнения. Одно мое, второе неправильное. Да, нет, просто дело в том, что как бы я больше знаю нашу публику, и да, и опыта больше. Вот, потому что я же говорю, я тоже играл тут по свадьбам. Пару лет работал в Каденже. То есть я, в принципе, знаю наших людей. Знаю, что больше как бы им бы понравилось. Вот, мне так кажется. Ну, и я думаю, что, в общем-то, практика показала, что... Папа редко ошибается. Да. Бывает, ошибается. Но бывает, но редко, да. Девочки, Злата, Эвелина, сильно обижены на папу, что какие-то номера все-таки вы хотели исполнить на сцене, но не удалось. Ой, сейчас скажем что-то, а потом кто вас Скажите. Нет, ну у меня проблем с этим нет, все как бы достаточно. Я как бы такая немножечко, ленивая, как бы в меру. И поэтому, если мне скажут, у тебя 3 номера, ну и хорошо. Она бывает иной раз уступает. Вот кто-то недоволен, я могу свое место уступить. Да, давайте поменяем побольше песню. пусть будет у другого, у меня можно поменять. Так что у всех разные характеры, конечно, и как бы кто-то идет на компромисс, кто-то, все, еще, знаете, если брать гороскоп, да, вот сестра у нас Лев старшая, и, у нее характер более такой, поэтому, да, то есть приходится, они между собой там с папой, иногда спорят, и вот... Ну, вот она взяла флейту, например. Да. Она играет на флейте, она ее взяла, привезла. А номер без флейты не поставили? Номер с флейтой я, так сказать, да, убрал из программы, вставил другой. Вот. Так, чтобы поэнергичнее просто темочка была. Потому что как бы так вот то, что она готовила, мы с ней даже готовили, как-то так вот. Более такое, лирическое. Лирическое, для другого. Мы обещали, что в следующий раз она уже будет с флейтой участвовать. Эвелина, вы что бы хотели еще исполнить в Кирсово, но не удалось? Папа что-то запретил? Нет, на самом деле, вот Злата сказала, что чуть-чуть ленивая. Я тоже чуть-чуть ленивая в выборе песен, потому что у меня репертуар не такой большой. Даже если бы я что-то захотела спеть, я часто вот в течение года, может быть, подхожу к папе и говорю, вот, мне понравилась песня. Он слушает и говорит, нет, мне не нравится. Вот, и я к себе в репертуар не беру. Поэтому репертуар у меня, правда, небольшой, и большинство песен, которые у меня есть, которые я исполняю, исполняла как раз-таки на концерте. И если мне сказали, что я буду петь эту песню, я буду петь эту песню, потому что я уже привыкла к такому режиму, так скажем. И я просто понимаю, что если я не спою эту песню, я могу спеть что-то другое или не спеть вообще и освободить место кому-нибудь из старших братьев или сестер. У нее, на самом деле, она скромничает. У нее репертуар достаточно большой.
но очень много песен из тех, которые она поет, она любит их под гитару, там, в компании, там все такое. Ну, для другой они аудитории. для другой аудитории, там, то есть песни Цоя, прям, да, там, даже, ну, да. Современные Если группы. бы современные, современные, наоборот, да. они слишком старые, слишком такие, знаете, как песни под костер. Вот. Ну, вот Я когда... слушаю рок и слушаю Цоя, и поэтому большинство песен, которые я разучиваю на гитаре, это как раз-таки песни, которые выпускались в 1990-х годах. Вот в этом времени. Да, 90-е, 2000-е года, вот как раз вот те. Ну, я бы сказала, что сейчас именно этим песням дают новую жизнь. Они сейчас актуальны, они смысловое содержание несут, поэтому не вся молодежь ценит такие песни. Но и браво, надо сказать, вашей семье. Строгие родители, требовательные, послушные дети, уступчивые. Так оно должно быть в семье. Да, на самом деле являетесь красивым примером. Как будто я впервые сталкиваюсь вот с такой семьей. Может, пока не удавалось побеседовать, и тем не менее вам большой респект, начиная от главы, мамы и, конечно, талантливые, уже профессиональные исполнители. Браво! Ну и Баян ведь не зря у нас в студии, да? Не зря. И девочки наши красавицы не зря в таких красивых национальных костюмах. Чем порадуете этим утром наших телезрителей? Мы исполним попурри из песен о воде на 7 славянских языках. Замечательно. Да. Вот, кстати говоря, мы ее на концерте, когда вот исполняли, перед каждым нашим номером мы писали подводки, вот, тексты. И, возможно, это урежется, но подводка к этому номеру была следующая. Больше всего ценится на второй день после приезда на родину вода. Потому что кто не пил водки, тот не знает вкуса воды. Да. Но как же приехать и без вкусного молдавского вина? Ну как? Ну да. Поэтому вот попурри о воде. Сербский. Stani, stani, bar vodo, bar vodo. Kuda žuriš tako? Kuda žuriš tako? I ja imam jade svoje, meni nije lako. Meni nije lako. Slovačka. Ceče voda, ale mudna. Ceče voda, ale mudna. Predsoši mi moja mila taka smutna. Predsoši mi moja mila taka smutna. Jakże ja mam wesela być. Jakże ja mam wesela być. Милыше ми строй женить. Милыше ми строй женить. Ой, čiha voda v břegi rve, nevíš na věc, jaké že
не здążysz nawet zabezpieczyć szef, bo nieznanik metody bysze uzdy z cichej wody. Cicha woda, brzegi rwe, jaki sposób, kto to wie? Marancie, że tam to wie, dobrze sobie. Cicha woda, brzegi rwe. Прошли года, но мы не старые, недолюбившие, сидим усталые. Весна счастливая, сколько красок в ней под старой ивою. Течет, течет ручей, бежит ручей. И я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей. И я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Український. Тече вода каламутна, а мила моя чогось смутна. Я не смутна лиш серед літа, бо з вечора була бита. Я не смутна лиш серед літа, бо з вечора була бита. Била мене мати заночі, за Іванкові карі очі. Ще й казала, буде бити, щоб Іванка не любити. Ще й казала, буде бити, щоб Іванка не любити. Тече вода в ярок, тече вода в ярок, кладачку занесло. Кладачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Кладачка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. Очі мої чорні, чого ж ви косите? Бо його тут нема, бо його тут нема, кого ви любите? Бо його тут нема, бо його тут нема, кого ви любите? Болгарський. Малка мома вода налива, футболі менсі сребрені, вода се оплежда, тихо сиду минарежда. Малка мома вода налива, футболі менсі сребрені, вода се оплежда, тихо сиду минарежда. Я кажи ми кажи, водице бистра студена, толку знісем хубава оштегі здава. Я кажи ми кажи, водице бистра студена, толку знісем хубава оштегі здава. Браво! Насколько у нас богатые языки, насколько в каждом языке имеется песня, да, о воде. Вам удалось это все собрать, и насколько ритмичность, исполнение, мелодичность каждого языка, она звучит красиво в песенном исполнении. Спасибо вам большое. На самом деле, в плане того, что папа баянист рядышком, девочки, исполнительница, красавицы вместе, вам, наверное, в этом плане легко работать, срабатывается, да? Ну, в общем-то, да. Единственная сложность – это их собрать всех вместе, потому что у них очень тоже большая занятость, они везде востребованы, потому что да, выступают и там, и такое. Иногда приходится просто командным, так, все, выступаем вместе, вот, потому что вот
папа сказал, так надо. Вот. Ну, я, конечно, стараюсь там так, чтобы и их планы не нарушать, так, где-то подстраиваемся, где-то приходится, например, очень быстро с одного концерта на другой надо. Рады были с вами познакомиться, рады были тому, что вы заявили снова о себе. Ну, сейчас большая аудитория о вас, конечно, узнает. Вам еще хорошо провести время у нас в Молдове. Знаю, что в соседнюю страну тоже поедете погостить, на вашу тоже маленькую родину. И, конечно же, счастливо вернуться на землю, где вы сегодня живете. Но и не забывайте о своей маленькой родине, о Кирсове, о Гагаузии, о Молдове. А вместе с нами этим добрым утром были семья Азотович из села Кирсово, которые проживают сегодня в другой стране, в Эстонии проживают, и тем не менее, возвращаясь на каникулы сюда, в Кирсово, участвуют в музыкальных проектах, а в этом году они впервые дали сольный семейный концерт, где порадовали своих жителей и подарили просто чудесное настроение, чудесный праздник. А вместе с нами были Петр, Светлана, Злата и Эвелина. Гостей провожаем, а вы оставайтесь с нами на канале ГРТ.